Здравствуйте! Вы смотрите программу «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. На сегодняшний день одним из ключевых инструментов в области поддержки трудового потенциала семьи, содействия занятости и повышения доходов семьи, находящейся в трудной жизненной ситуации, является государственная социальная помощь на основании социального контракта. В 2021 году данной мерой социальной поддержки смогли воспользоваться более 5000 жителей нашей республики. Государственная социальная помощь на основании социального контракта оказывается малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в целях создания условий для самостоятельного выхода из трудной жизненной ситуации. Как осуществляется поддержка и что такое социальный контракт? Об этом мы поговорим с нашей сегодняшней гостьей Альбиной Трубиной, заместителем министра труда и социального развития Якутии. Альбина Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, что представляет собой социальный контракт и на что он все-таки направлен? Социальный контракт – это прежде всего, конечно, соглашение. Соглашение заключается Управлением социальной защиты населения в муниципальных районах и городских округах Республики Саха-Якутия с гражданами, доходы которых не превышают величины прожиточного минимума. Это могут быть как малоимущие семьи, так и малоимущие одиноко проживающие граждане. Ну и, соответственно, как любой социальный контракт, имеются обязательства. То есть со стороны Управления социальной защиты населения это, конечно же, предоставление выплат, это предоставление социальных услуг, допустим, это могут быть консультации, да, и психологические, и профессиональные. Со стороны граждан обязательства они заключаются в том, что необходимо выполнить мероприятия, которые предусмотрены в программе социальной адаптации. На сегодня социальный контракт заключается по нескольким направлениям. Это поиск работы, это осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, ведение личного подсобного хозяйства, иные мероприятия на преодоление трудной жизненной ситуации. А также в этом году, в 2022 году, введена новая мера, специальная программа для граждан, которые потеряли работу с 1 марта 2022 года. На эти цели в 2022 году предусмотрено порядка 700 миллионов рублей, и планируется, что воспользуются в этом году более 5000 граждан данным видом помощи. Скажите, а кто может заключить социальный контракт по мероприятию «Поддержка граждан, потерявших работу»? Да, вот как я уже сказала, это новое, получается, новое направление по мероприятиям социального контракта, введено по поручению главы Республики Саха-Якутия Айсена Сергеевича Николаева. У нас заключается прежде всего оперативная, да, помощь, то есть получается предоставляется сразу же выплата в размере одной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения. Она сейчас составляет порядка 20 тысяч до 24 тысяч рублей в зависимости от района проживания гражданина. Да? И с условием, что в дальнейшем он заключит социальный контракт уже по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности, либо по ведению личного подсобного хозяйства, либо он может воспользоваться программами поддержки по центру занятости, по линии центра занятости для трудоустройства на вакансии, которые имеются в Республике Саха-Якутия. Тогда давайте поговорим с вами о социальном контракте. Какие категории граждан могут получить помощь по этой мере поддержки? Ну, естественно, социальный контракт – это адресная поддержка, да, и она направлена на граждан с доходами ниже величины прожиточного минимума, да, в республике на текущий год. Соответственно, как я уже говорила, это могут быть как и малоимущие семьи с детьми, так и одиноко проживающие граждане с доходами ниже величины прожиточного минимума. Граждане должны проживать обязательно на территории Республики Саха-Якутия. Если это по направлению осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности либо по ведению личного подсобного хозяйства, граждане не должны состоять на учете в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей в качестве индивидуального предпринимателя либо главы фермерского хозяйства. Также не должны состоять учредителями юридических лиц, да, ну, именно по данным направлениям. Ну и, соответственно, конечно же, должны быть предоставлены достоверные, полные сведения о доходах, о составе семьи, о степени родства и об имуществе, которое принадлежит на праве собственности. Альбина Владимировна, вот если говорить о доходах, то какие доходы учитываются и какие не будут учтены при расчете среднедушевого дохода малоимущей семьи или одинокого человека, который также считается малоимущим?
Доходы, конечно же, прежде всего учитывается заработная плата, да, то есть от трудовой деятельности по трудовому договору, либо по договору гражданско-правового характера. Также это стипендии, пенсии, также учитываются алименты, которые получают, например, заявитель, либо члены его семьи, да. Также учитываются, допустим, проценты по банковским вкладам, наследованные, либо даренные средства денежные, ну, к примеру, да, которые не учитываются, ну, также еще учитываются пособия по безработице, да, что немаловажно. Что не учитывается? Не учитывается, прежде всего, это, конечно, средства материнского капитала, республиканского материнского капитала, семья, дети столетия, к примеру, да. Также региональная социальная доплата не учитывается, единовременная материальная помощь, ну, например, по чрезвычайным ситуациям, да, стихийного бедствия, например, да. Далее не учитываются ежемесячные выплаты по уходу за ребенком-инвалидом до 18 лет, за нетрудоспособным гражданином, да. Страховые выплаты не учитываются, ну и выплаты, которые связаны с реабилитацией по решению медико-социальной экспертизы. А вообще на какой срок заключается социальный контракт для поиска работы? Что включает в себя данное направление и каков может быть размер этого самого социального контракта? Поиск работы тоже достаточно новое направление, оно у нас реализуется второй год, да. Значит, оно такое достаточно зависит очень сильно от того, какие меры предусмотрены в программе социальной адаптации, но не более 9 месяцев. То есть изначально, как только заключается социальный контракт по данному направлению, выплачивается одна величина прожиточного минимума для трудоспособного населения. Ну, то есть я уже говорила, от 20 до 24 тысяч, например, в этом году, да. Далее, значит, предусматриваются, если предусмотрено в программе социальной адаптации, может быть работник, гражданин, вернее, направлен на обучение до 3 месяцев, выплачивается до 30 тысяч рублей именно на обучение. Также может быть стажировка, если тоже предусмотрено в программе, тоже до 3 месяцев. Здесь уже компенсируются работодателю расходы в размере минимального размера оплаты труда в республике, в зависимости от территории, опять же, да, проживания гражданина-получателя. Минимальный размер оплаты труда у нас сегодня составляет в районах с районным коэффициентом 1,7 34 725 рублей и с районным коэффициентом 2,0 38 892 рубля. Тоже до 3 месяцев, плюс еще возмещаются страховые взносы, да, в небюджетные фонды. И, соответственно, во время обучения гражданину уже конкретно, да, выплачивается в качестве стипендии, скажем так, да, половина величины прожиточного минимума в течение 3 месяцев, до 3 месяцев. И, соответственно, после уже заключения трудового договора гражданину также до 3 месяцев может быть выплачена одна величина прожиточного минимума для трудоспособного населения республики. На какую сумму можно рассчитывать на открытие своего дела и на какой срок может быть заключен социальный контракт на осуществление, скажем, индивидуальной предпринимательской деятельности или ведения личного хозяйства? По этим направлениям, которые вы сейчас озвучили, срок социального контракта 12 месяцев, то есть в течение года, да, и последующий год еще, значит, социальный контракт, он должен быть ежемесячно мониторироваться, соответственно, что действительно ведется данный вид деятельности. С 2022 года значительно увеличены размеры. По осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности гражданин может получить до 300 тысяч рублей, по личному подсобному хозяйству до 250 тысяч рублей, тоже в зависимости от необходимых расходов, да, которые запланировал гражданин, да, для ведения данной деятельности. Ну и, соответственно, если есть обучение, то расходы также на обучение, на приобретение оборудования, связанные с основной деятельностью, вот такого вида плана. И получается, это все, конечно, должно быть предусмотрено в программе социальной адаптации. При заключении социального контракта на осуществление предпринимательской деятельности или же личного подсобного хозяйства, о чем мы говорим, обязательно ли вставать на учет? Да, когда, значит, в течение, да, реализации социального контракта обязательно нужно встать на учет, если, значит, по индивидуальной предпринимательской деятельности либо в качестве индивидуального предпринимателя, либо в качестве самозанятого, да, в органах налоговой службы нужно встать на учет. Если это ведение личного подсобного хозяйства, то в качестве самозанятого достаточно.
Скажите, а что относится к иным мероприятиям на преодоление трудной жизненной ситуации? Потому что формулировка достаточно интересная. Какой размер, какие обязательства будут у гражданина при заключении социального контракта на основании государственной социальной помощи? Иные мероприятия, они, конечно, индивидуальные и направлены на преодоление конкретно трудной жизненной ситуации. Да? То есть здесь у каждого гражданина своя, может быть, ситуация. Это очень сильно зависит от того, какая программа социальной адаптации будет сформирована, да, заключена при заключении социального контракта между управлением социальной защиты и между гражданином. Соответственно, конечно, более такие оперативные, скажем так, меры, да, на, допустим, товары первой необходимости, на продукты питания, например, да, на товары либо услуги для школьников и дошкольников, к примеру. Если, например, это малоимущая семья с детьми, то выплачивается величина прожиточного минимума в течение до 6 месяцев. Если это одиноко проживающий гражданин, тоже величина прожиточного минимума до 3 месяцев. Соответственно, это, конечно, первоочередные меры, да. Также могут быть включены профилактические медицинские, например, осмотры, да, на лечение, на реабилитацию, да, к примеру, тоже могут быть предусмотрены расходы, на оформление документов, да. И, соответственно, все-таки очень ситуации могут быть разные, да, у гражданина, и очень нужно скрупулезно подходить именно к программе социальной адаптации, какие расходы необходимо там предусмотреть. Ну и, конечно же, кроме денежных расходов, здесь предоставляются также социальные услуги, да, то есть необходимо по программе социальной адаптации также включать мероприятия по постановке на учет, например, да, по безработице, чтобы в дальнейшем трудоустроиться. Могут быть психологические консультации, да, например, по финансовой грамотности также могут быть включены мероприятия. Да? Ну и, соответственно, в дальнейшем, после уже вот такой скорой, скажем так, помощи по преодолению трудной жизненной ситуации, по истечению года уже гражданин может подаваться на социальный контракт, допустим, на ведение личного подсобного хозяйства, либо на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности уже для трудоустройства, для постоянной занятости и получения постоянных доходов. Благодарю вас, Альбина Владимировна, за содержательную беседу. Возможно, телезрители, посмотрев это интервью, сделали для себя необходимые выводы. Спасибо. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. Сегодня мы говорили о социальном контракте. Берегите себя. До встречи.